Вот это да, ребят. Офигеть. Ладно, что, посмотрим, как они. Блин, я ведро, ребят, не взял. Жесть. Не зря поехал сюда, короче. Тут более низина. Есть ручей. Так что посмотрим. Ладно, что, давайте начнем. Да ну нафиг, ребята, они четкие. Они четкие. Жесть. Вот это да. Вот это, друзья, фартануло мне. Да, ребят, смотрите, они чистые. Они тупо чистые. Малыш. Тут аж 2 сразу, ребята. Смотрите. Ну вот. Первые грибы. Первые грибочки, ребятки. Красноголовочки вышли. Но я говорю, вот в этом месте не только эти растут. Белые, но и красноголовики. И видать, ребята, они вот вышли только вот пару дней им. Потому что гриб растет за ночь 7 сантиметров. Вот видите, ребята. Вот они только вылазят. Главное, еду и что-то думаю, блин, что-то показалось как будто бы. А тут как в сказке, ребят, видите? Смотрите сколько. На одном месте 30 штук. Тут, ну, больше, видите, ребята, я уже вот этих не видел. Они вот только вылазят. Это вот как раз им денек, ребята. Не успели еще они тут. Блин, вообще красота. Сделаем грибы, ребята. Свежие. Да ну нафиг, они чистые все, ребят. Пушка. Ну вот как, скажите. Такая поляна, как в сказке, согласитесь? Просто как в сказке. Добрый вечер, дорогие друзья. 20 июня. Деревня. Такой прохладный ветерок, ребята. На самом деле прохладненько. 10 градусов по календарю лето, но она только по календарю. 10 градусов днем, ребята, 3-4 вечером. Ночью, короче, обещают весь июнь такой остатки. Что-то июль как будто холодный. Не знаю, как что будет. Ну, в общем, пока, ребят, погода не радует. Весна была такая относительно теплая. Потом бахнули такие мощные дожди. Сейчас у нас похолодание. Был Олега на кордоне, немножко приболел, ребят, но в целом ничего страшного, подлечимся. Сейчас сделаю себе такой небольшой больничный, так скажем. Немножко отоспимся, полечимся, но не суть. Сегодня, ребята, у нас вкусняшки. Достаем автоклав, ребята. Сейчас на днях гонял по первым грибам. Так понравилось, и грибов, в принципе, собрал неплохо, ребята. Что-то сделали, грибницу свежую, ну и у нас еще осталось, ребята. Отваривали, ну, думаем сделать именно автоклав жульен, что-нибудь такое, ребят, подзамутим. Короче, 16 часов вечера, ребята. Юрий скоро приедет с работы, и мы попробуем что-нибудь приготовить. Сегодня, ребят, такое видео, хочу поговорить вообще на всю эту тему автоклав, что вообще, какие нюансы, что нам понравилось, что нам не понравилось, потому что до сих пор очень пишут много людей. Андрюха, хочу заказать, подскажи, что лучше, как лучше, почему именно вот этот автоклав. Ребят, я до сих пор экспериментирую, также все пробую, что-то новое. Уже есть у нас 3-4 рецепта, которые будут по-любому в нашем строю. В общем, куда я трачу эти баночки, как мы их кушаем, что мы с ними делаем, для чего вообще это нужно, ребята. Короче, сегодня будем разбираться.
Давайте, налили чайковского, может что-нибудь погорячее. Поставили лайк, ребята, написали комментарий и погнали смотреть. Все. Приятного просмотра. Начинаем. Юрина, Всем здравствуйте. куда пропала вообще? Я поменяла сферу деятельности. Я теперь работаю. Теперь у нас редкие выезды, да? Многие спрашивают, где Лариса Юрьевна. Вот Лариса Юрьевна, ребята, все нормально, все живо, здорово. И сегодня у нас очередные вкусняхи на автоклаве. Неспроста. Свежие грибы, друзья, как и говорил, как и показывал. Короче, рассказывай. Лариса. Что мы будем делать? Чё Жульен? Что сегодня будет? Джульен типа коми, да? Да, в автоклаве сделан. С картошкой, с красноголовикой, с курицей. То есть с филюшками. Ну, то бишь здесь в косе не будет, будешь вырезать. Филе, да, нам только нужно. Остальное мы пустим Тушенку. тушенку сделаем. У нас получается, друзья, на 10 банок. И это значит, мы делаем 5 банок жульена. Ну, 5 там, сколько получится, да? Сколько получится, да. Мы никогда не загадываем, друзья, мы всегда готовим на глаз. У нас получается вот... Ну, курицы я взяла, вот получается 4600 вес. 4 килограмма 600. Угу. Короче, одна туха где-то килограмм, да? Чуть больше. 1,5, 800 где-то. Угу. Ну, зажаривать что-то будем или все будем так делать? Нет, давай так сделаем, ничего не будем зажаривать. Картошка, да? Лук, морковь, грибы. Грибы, ребята, отварили уже немножко. Ну, сами знаете, это грязь, пена, вот эта черная слизь. Мы отвариваем. И, в принципе, вот так мы и замораживаем. А промыли потом еще все? Да. Ну и Лишние слизи. сейчас на филе курицу, кости, все эти ошметки на тушенку. Что, понеслась? Да. Погнали. Я взяла курицу, а не там какое-нибудь другое мясо. Ну, я не знаю, я привыкла делать жульен именно с курицей. С грудкой. Думаю, делаем, конечно, с шампиньонами, с белыми грибами. Решили попробовать с красноголовиками. Еще, кстати, никогда не делала. Да, друзья, это опять же эксперимент. Мы, если что-то показываем на канале, то это всегда что-то новенькое. Мы уже, сколько, Лариса, наверное, рецептов 6-7 сделали, да? Больше не нужно. Мы готовили каши, 3-4 каши. И готовили рыбу, ребят, поскольку мы ловим. И разную рыбу мы попробовали. Леща, налима, езя, щуку, окуня, леща. Короче, ребят, мы пробовали все практически. То, что у нас водится. Понятное дело, что как бы такая относительная рыба. Ну, понравилось нам, конечно, и лещ, и ясь. И самое главное, друзья, что это все в томате. В томате нам просто залетело. А сегодня вот именно, ребята, жульен. Потому что автоклав делает все, ребята. Он не только делает какие-то там тушенку, консервы. Он делает и супы, и варенья, и соусы и так далее. Своя пропорция градуса и все, пожалуйста. В общем, Лариса Юрьевна разберет сейчас курицу на филюхе. С одного малое филе, большое филе. Угу. С другого то же самое будет. Так как бы. Кожу будешь тоже убирать, да? Кожу потом порезать тоже на тушенку. На тушенку. В общем, ребят, процесс такой. Не знаю. Кто умеет, тот умеет. Но, в принципе, ничего сложного. Так, по костям. Сейчас разберем. Разобрали, друзья, 4 курицы, сняли филе. 3 даже, да? Да, одну оставили. Ну и как обычно, друзья, замариновываем в одной емкости и просто уже ложим вот так. Сейчас нарежем филюхи. У нас грибы уже нарезаны, отварены. Просто добавляем. Добавляем картошку. Вот она. Тоже нарезанную, да? Да, кубиками тоже нарежем. Немножко солим, перчим, там по вкусу лук, морковь. Зажаривать, так понимаю, не будем мы ее.
нет, потому что в креманке потом тоже это можем достать, баночку открыть, уже сливками залить и сверху сыром посыпать. Будет, Ну то бишь ты делаешь как заготовку, да, это получается? Да, для тех, кто не умеет жульен готовить. Так, все попробовать могут. Кстати, вот я постоянно все комментирую, я постоянно все рассказываю. Ты как хозяйка, ну, хорошая вообще вещь на кухне нет? Конечно, Автоклав. конечно. Вот сейчас, мне кажется, пойдут грибы-ягоды, это вообще, мне кажется, незаменимая вещь. А кто живет в городе, допустим? Ну, конечно, почему нет? Те же самые супы, те же самые рис, греча, это же все равно удобно. Все может сделать. Чтобы хотя бы не пропадало, это в морозильнике не валялось. Потому что я думаю, у каждой хозяйки жалко выбросить, и морозильники забиты до тала. Хотя можно это все переработать. Ну да, как вариант. Но опять же, с этих вещей, вот как ты говоришь, сейчас делаем жульен, также делаем супы, правильно? Вот то, что вот готовили. Да. Допустим, ту же консерву, друзья, рыбную. Просто добавляем картошки в баночки, и вот тебе рыбный суп, правильно? Да, мы сейчас сделали. Очень вкусно, ребята, очень быстро получается. А так У я... кого есть студенты, за милую душу студенты забирают, варят. Ну, вещь как бы, да, такая интересная. Так что, друзья, обязательно, мне уже до сих пор приходят сообщения, комментарии: Андрюха, стоит или не стоит брать? Вот думаю, не думать. А не надо, друзья, думать, надо просто делать, брать. Мы тоже до сих пор все только понимаем, только пробуем. И сегодня вот опять же у нас что-то новенькое. Вот, захотели вот именно приспособствовать свежие грибы. Это не прошлогодние, друзья, именно свежие. А осенью у нас грибов будет порядком, так что будем готовить. И икру, наверное, будем делать в этих банках и всяко разное. Ну, в общем, все, ребят, что, сейчас нарезаем. Перчим, солим. Ну, все, короче, туда все смешиваем и по банкам. А это уже рубим конкретно по костям. И тоже в банки запихиваем. И будет у нас конкретно тушенка с курицей. Пошел картофель, ребята. Тоже на глаз, так примерно. Хотя в жульен здесь картошка не идет, да, по идее. Но дети любят с картошкой. Ну, понятно, что было сделать? вкуснее, конечно. Сытнее. Так что мы добавляем. Не обижайтесь, французы. Да-да-да. Мы усовершенствовали. Коми-жульен. Будет у нас. Коми-жульен, да, все верно. Ребята, я знаю, что уже у нас на канале тоже есть автоклавщики, так скажем, много женщин. Пишите тоже свои рецепты, очень интересно почитать, чтобы посоветовали нам приготовить такого бы интересного, вкусного, ну, что-то своего любимого. Тоже будет приятно. Так что, друзья, пишите. Всегда читаем, всегда смотрим. Свежие грибочки, ребята. Середина июня. Свежие грибы. Ну, в общем, вот, ребятка, здесь все, что нужно. Весь основной состав. Еще сейчас лук жареный будет. Солим, перчим. В принципе, все. Все, что нам надо. Так-то, наверное, повеселее будет. Поинтересней.
Хотели ребята не жарить, но все-таки потом в последнюю очередь решили зажарить. Можно было ножом. Но, кажется, вкуснее будет. Знаешь, я хочу сначала масло туда налить, потому что оно... Ну что, друзья, попробуем. Короче, походу переборщили, но ну а что как будет потом? Ничего страшного, это куда-нибудь уйдет. Сейчас попробуем затарить. Сегодня сделаем это, завтра тушенку сделаем. Ну да, конечно, какая разница. Давай, ложи полную, Ларис. Что, мне кажется, все это ужарится, упарится. Ну, вот так вот, ребята. Под самую завязку. Готовим, как обычно, на пару, не на воде. 1,5 литра. Хватит. Готовим, ребята. Как обычно, у нас 9 банок. У нас всегда 9 банок получается. Короче, тут Лариса обрезала. И сделали чисто тушенку, как мы и хотели. Ну да ладно, в следующий раз сделаем. У нас, ребята, еще целая курица осталась. И вот такие необрезанные, которые. В следующий раз заморочимся, да. Сегодня у нас жульен, значит, получилось. Все, закатываемся и в автоклав. Так, все. Пошла закладочка. И пробовать будем, друзья, завтра уже. Сейчас ставим. Набираем температуру 100 градусов, потом поднимаем, закрываем краны, поднимаем давление, набираем 120 градусов и час, наверное, ребята, часик подержим. Мне кажется, часик много. Много, да? Ну, минут 50 точно, ребят. Минут 50. Все, завинчиваем его и на огонь. Погнали. Так, друзья, ну что, самое то, друзья, давление. Температура 120 градусов, давление 1,1. Ну, теперь, ребята, мы засекаем время 19:15. В общем, 8 часов мы отключаем. Мы не набираем, ребята, сразу, как поставили на огонь время, а вот именно после того, когда нагнали вот именно вот эту температуру. Подождем часик, выключим. Завтра, ребята, увидимся на дегустации. Немножко убавляем. Ну вот и все. Так, друзья, ну что, прошли сутки целые. Открываем. Сейчас глянем, друзья, что у нас там получилось. Что за жульенчик у нас там получился. Так. Опа. Ой-ой-ой.
Красота, друзья. Великолепно. Сегодня ужин я, друзья, буду на природе. Ну вот что. Отличная заготовочка, мне кажется. Грибочки, картошечка. Ну что, братва, буду дегустировать на улице. Я уже попробовал. Все очень здорово, все очень классно. Вот реально сметана или там сливки. Сливки, что там у нас, сыр и жульен готов, ребята. Все очень мягенько. Вкусненько. Единственное, то, что остыло, сейчас пойду разогрею, ребята, добавлю туда сметанки и покушаю. Ну, как заготовка, ребята, очень круто, плюсую, потому что грибов мы будем собирать очень много. И такие вещи надо делать, по-любому. Баночку открыл, вывалил, добавил сметаны, сыр. И у вас уже получается 500 грамм жульена. Великолепно. Красота. Что могу сказать, ребята, эксплуатирую, наверное, уже практически год, ребята, автоклав в фэнсовом мини. Без нареканий, вообще без нареканий. Сделано все добротно, грамотно, вроде как бы все по-простому, ну, все хорошо, просто многие пишут: Андрюха, как боимся купить, потому что взорвется, не взорвется, как зажимы, как закрутки. Ребята, ничего не подтекает, не поддувает, все хорошо. Делал уже разновидности, ребята, 7-8 рыб. Очень понравилось мне в томате вещи. Ну просто от рыбу, ребят, просто речную делаем в томате. Любую. Томат реально делает вещи. Добавляли жидкий дым. Ну, многие писали, что вредно как бы для здоровья. Но опять же, для вкуса, ребят, прикольно было. Вот. Делали каши, гороховая каша, ребят, перловая каша, которую реально сложно варить именно так дома. В автоклаве получается изумительно. Впереди, ребята, у нас варенье, ягоды, соусы болонеза, вот всякие томатные соусы, потому что мы любим готовить какие-нибудь пироги, пиццу. И уже готовый соус, друзья, просто вываливаешь и пожалуйста. А самое классное, что это хранится, друзья, понимаете? Это хранится не день, не два, не три, не неделю, а хранится порядком, как настоящая заготовочка. И ты сегодня не хочешь, завтра хочешь. Приехали друзья, и не надо заморачиваться, там что-то выдумывать, какую-то там кухню приготавливать. Достал с погреба баночку, вывалил и приготовил и съел. Главное, что ты понимаешь, что там внутри, что это поймано или там добыто своими руками и так далее. Это очень здорово. Так что, ребят, еще раз повторяюсь, кто не приобрел, кто задумывается, думает, ссылка в описании. Заходите, заказывайте. 3% скидка. Мне кажется, хорошее приобретение, ребята. Лично я, ребята, буду топить за автоклав. И впереди еще различные у нас варианты пробы. Так что, мне кажется, самое только начало впереди, потому что вариантов приготовления просто куча, уйма. И тут можно экспериментировать, можно пробовать, можно добавлять, убавлять, и каждый найдет свой любимый рецепт. Все, друзья, спасибо всем за понимание. Я лечусь скоро на рыбалку. На связи. Юрий, ну что скажешь? Я голодная. Очень вкусно, очень. Ем. И сыр мне никакой не нужен. Да, можно так. Да, можно так есть.